Ох, ну наконец-то я не промахнулся. Нет, это я попал. Ага, конечно. Хорош свистеть! Что такое? Это я в лося попал! Это я попал? Я попал в него. Я попал, я попал я в него. попал. Да вы что? Что тут хорошего свистеть? Я попал. Вы что, подеритесь, горячие Я хоми попал, парни? Моя. Нет. так Ну, а не как пойдет. рассудишь-то? Ну-ка. Давайте подумаем так. У нас ружья одного калибра, так? Ну, да. вроде как да. Ага, 16-го. Так. Стреляли в одно время? Одновременно все стреляли? Ну, Вроде выстрел-то да. был один. Да. Да, был залп. Тогда мог попасть в лося кто угодно. И ты, и я. Ну и как же быть теперь? Как быть? О, давайте-ка расскажем байку, небылицу про охоту. Ага, небылицу. Небылицу. Как бы правдиво. А вот этого не может быть. Ага, красиво соврать, да? Да-да-да. Ну, давай Ага. О, попробуем. давай я первый попробую. Давай, слушаем. Тому и лось. Кто Да-да-да. выиграет, тому и лось. Ну все, прощайтесь, слушай. Начинай. Иду я как-то по лесу, смотрю, зайцы. Я его на мушку, как бахнул! Ну, думаю, пойду проверю. Прихожу, а там два зайца одним выстрелом. Что, может такое, нет? Этого, в принципе, наверное, может. Да как же? Конечно, два может. одним выстрелом. Ну, Подожди, в кустах, может, сидело 2, 3 и больше зайцев. Дроби, ты знаешь, как много. И ну все. ладно. Твоя не Ладно, пойдет, ладно. байка. Не. Давай, попробуй ты. Ну, у меня был такой случай. Пошел я на охоту, иду, смотрю, муравейник. А рядом с муравейником вот такой вот здоровенный медведь. Здоровый! Ну, что я делаю? Поменял патроны. Патрон у меня на медведя дымные, чтобы уж наверняка мочкануть так мочкануть. Поменял я патроны. Лег, нормально так прицелился по медведю. Бах! Дым до земли, ничего не вижу, блин. Лежал, стою, ага, лежит мой медведь. Прихожу, блядь, шкура-то есть, медведя нету. Ого. Так это, а может ты там и вырубился на час на целый лежал? С испугу-то. Ага. А потом, может быть, и заснул. Да. Пока спал, кто-то пришел, шкуру-то и снял. Ну да. Не медведь же разделся, убежал же куда-то. Подожди, ну так, возможно. Возможно, конечно, сняли шкуру, да и кинули. Да. Хорошо, еще шкуру оставили. Не пойдет. Да, на небылицу тоже. Думаешь, может такое быть? Думаю, может. Ну-ка сам-то травани давай, баечку свою. Я. Давай ты теперь. Твоя очередь. Короче, пошел я на охоту. Без ружья, без топора и без ножа. Забыл. Склероз. Иду, значит, по заснеженному полю. Иду, о плохом ничего не думаю. Смотрю, а на меня 10 голодных волков-то и бежит. И я поворачиваюсь и домой хотел. А там еще 10 окружают и окружили. Да ладно. И что? А что дальше-то было? Что дальше? Дальше. Что? Съели! Съели. Этого Так быть не может. Ты же здесь. Слышали? Не может быть, сказали! Я выиграл! Я выиграл, тогда мой лось! Ладно. Знатный ты, пайщик. Давай. Вы сейчас. Сцена вылопитаны. Первый. Вода. Заковучалавная составница. Пойма. Ставны, питай, ставны, да. Turut şorrıteş puşisni bışisni, bipuru kuşovtisni. Yaşkayı şobramasisni.
биюс, да чуныс, да влёкся пырыдыс. Ну что, к конкурсу готовы наши конкурсанты? Жюри готово оценивать работу наших ребят? Зрители готовы к конкурсу? Погромче, готовы? Хорошо. Тут машам. Вчера прошла жеребьевка. Каждый участник знает свой порядковый номер выступления. Давайте еще раз напомним ваши имена, откуда вы прибыли, ну и ваш порядковый номер выступления. Итак, мы приглашаем каждого выйти на по очереди на середину. Итак, первый. Дворянов Дмитрий, город Сыктывкар. 3-й раз принимает участие. Под вторым номером Барнев Евгений, город Ухта. Победитель конкурса охотников в 2022 году. Под номером Артеев Владимир, Ижевский район. Поселок Щелья-Юр, под место больше Кышикадвон. Под 4-м номером у нас Нестеров Иван из села Усть-Кулом. Он у нас впервые участвует. Пожелаем ему удачи и поддержим участника. Видят номер. Ну, ставим туда в Дикинаса. Пашкин Александр Еремеева, победитель детского конкурса 2018-го. Квайтед номер. Гуревич Денис. Сыктывкар, коймадыш пырычы конкурса. Станем, помни, там все стоят кюбитей, как ужались, да, вот? Помни там, да. А я приглашу сразу на сцену выйти участников под номером 7 и 9. Пожалуйста, выходите. Очень приятно, что сегодня перед вами семья охотников. Батя Пия. Под 7-м номером Растворов Роман, сын. И под 9-м Растворов Геннадий, отец. Победитель конкурса охотника из села Кокча. Вот кучига. Аттезе выджи. Как я мы с номером коды питамия. Аморты слоктама, ой я улыш. Кытлама Еремеева Илшир. Бельков Кирилл, город Москва. Вот Москва и мьянты знавыганга. А они, мьян Еремейса нывьяс. Юг тудасны, тиянас, чыскы кыжыр юг маса ваган. Нывьяса скорам сцена была. Почтой, статя да авиазоньясыз киеднес, да суфты паран, кын ешти мичан увьяс. А ыны зон манылаяс костын, вычам ваша ритуал. Корам нувьясыз сцена была. Каждая девушка дает своему молодому человеку, своему любимому, ленточку, чтобы она оберегала его от всего плохого. Эту ленточку охотник привязывает на березу, а после возвращения с тайги охотник снимает свою ленточку. Ведь это является знаком для любимой девушки, что ее возлюбленный вернулся домой живым и здоровым. Аттесе выжидны вясты. Мында са пачпышкын, мында yok порокдорын, бедым сым даже кыйды свайнет горта. Талун, миставын, кырилын, мыдам вижидны зон яслыш ордишем, кодлан мет чатыры в кок, да вешкыд ки.
Сегодня наши охотничьи состязания будет оценивать компетентное жюри. Встречаем. Востриков Петр Николаевич, охотник с 40-летним стажем и по образованию охотовед. Семяшкин Виталий Петрович, тренер детско-юношеской школы спортивной. И Собянин Олег Васильевич, охотник, победитель в прошлом конкурса охотников. Произошла замена. Ефремов Вячеслав Алексеевич. Да. Ефремов Вячеслав Алексеевич, житель деревни Еремеева, охотник, рыбак и выручающий всех человек. Став колана ушца ми вычим tudmadım tiyana ставныскад. Позже и ордишне. Виджеда боди конкурс. Корам жюри займет место бір. Просим к столу жюри. Коды имеет удал tudmavны кысьям. Сиес медона кожинан пасьям. Первым составныты откодящиям, кажлунны сода, воче пермиян, енмет благословита ставныты. Бур дуй! Заводи там медводжа конкурс вермашем. Керыш там кер. Конкурс называется «Разрубить бревно». Охотников просим занять свои позиции возле бревен. Ой, Для после начала не вращения, забудьте да, повязать ленты. завязываем ленточки перед охотой, перед конкурсом. Каждый завязывает свою ленточку на березу. Березка Вот это совсем наша там, молоденькая, да. осторожно с ней. Геннадий Светчищан, кожусе картышта с лентасы. Номый. Ой, бедня, спожа фуктыны бока. Шесты можно оставить. Выркерка от локтасна, опескает абу. Он ямол, дашь тышный одвижек пес, тая керящус керышны. Муж таяны демтян лечут чер. Сои петка для меня ножен, шамныта, код иметь чаудья. Керыштас, керса, шури. Итак, внимание! Каждый участник занимает строго определенное место на соревновательной площадке. Сейчас подождем немножко наших охотников. Чтобы топоры наточили. Конечно. Без топоров на конкурс нельзя. Готовы? Все нам даст сигнал. Сигнал, выстрел из ружья. Только после этого вы приступаете к конкурсу. Первый, кто разрубил бревно, поднимает вверх руку с топором. Этим самым сигнализирует, что вот он, я первый. И друг за другом. Все понятно? И Номер у произнести них на, свой номер на спине у каждого или висит. Мы будем видеть. Судьи внимательно следят, кто первым разрубил и поднял руку. Все готовы? Внимание! Начали! Пошла! Пошла заруба! Кто во что гораст? Кто-то Осторожно, стоя, кто-то пожалуйста. сидя. Итак, смотрим внимательно. Техника у всех разная. Итак, кто же быстрее? Болеем, болеем! Первый готов! Второй! Готов! Третий! Молодцы Три. какие! Еще Три. работаем, ребята! Первый, второй, третий готовы. Ижевский район первое место. Еремеева второе. Бокча третье. Рубим, рубим, рубим. Есть! Четвертый участник! Женя,
пара парня четвертый. Нет. Итак, охотник пришел на помощь. Один топор вышел из строя. Готов. Разбором. Разбором. Осталось у нас 4 участника. Рубим. Ох, и плотные у нас бревна в этот раз. О, готово. Молодец. Сначала топор сломал, потом бревно. Молодец. Так, kod seni yaşamadışça. Kodlan keris. Şöyle seni gücüzor. О, Москва! Есть, О, отлично, последний первый номер, участник. Сыктывкар. Поддержим. Победа. Аплодисменты. Уловдин. О! Молодцы. Итак, Сауницы керешти. Девыжит. Молодец сейчас, Колымнин. Жюри подсчитывает баллы, выставляет их в специальную ведомость, чтобы ни одно очко не потерять. Коды первые керешти сылы. Вид бавшетча. Модисты ноль. Ой, модисты куим. Но мы. Лучшам мод конкурс дора. Заводи там мод вермачем. Вот та через жугалама. А емли кодланка еще чер. Ну мы. Жугалама кай жугалама, да? Кушав черен петис куишины сешаманы керачас, да вы? Да, вот подсказывают, как топор быстренько починить. Молодцы. Обмен опытом. О, Вот так, на весу. Омалик черен петам акуишиныса. Итак, обратите внимание, что перед вами натянуты веревки. Вам нужно разжечь костер из подручных средств. Можно использовать бревна, которые вы уже разрубили. И вам нужно разжечь костер так, чтобы веревочка перед вами перегорела. Задание считается выполненным, если она у нас порвется. Корсот час бипур вылын сунис. Всякие задания слова вычема. Бипур соколо остыны. Спички. Но меня дальше. Заводи там. Начали! Ну, видите коды кыжи керала. Придется еще Вот топором так, поработать. опа! Ох, осторожно! Саша Лантайна лепчи скидчиге. Чуркайс. Нака-нака коды кыжи вермас. Вроде уже останься. Вот кераша. Так, Ну, у вы нас таблички уже сломите начинают там. разжигать. Да. Поглядим, как идет работа у нас. А сейчас видит лам. Кыжи остались. О! Стави сартна. Начальник Саша, начальник. Интермаш. Интермаш артна стави. О! Щепки в разные стороны летят. Ай да молодец. Так, вижу, первый дым показался. Вот катайна мусор быть не просто. Дров-то маловато. Разруби бревнышко-то сначала. Настругать нужно, настругать щепу. И прикольно положи. Вот он как буртен. Буртен в очашене. И нади растора в интересе бипурвача. Виделай пушат мастера. Вытекер за фуктама. Сетче чугуртама. Чак ёк. А съест ёсты. Вот молодец. Уже их вынтен. Рома, давай! О, Рома, давай! Только видела Саша интервал. Молодец, Бипур. Так, Рома, давай! Чаки после языка.
Пески скос. А не кузьмика бимбиан успет. Кудалный позже. Утаса представительно уже и порысный наркомания. Айда молодец, айда шантикина. Так, я вижу, у нас у всех участников, да, уже получилось зажечь огонь? Ну, пока не у всех, да. Он же не кидят спину ходиста. Немножечко осталось. Шаша чак сунжуквать, после жика чаки. После дика. Кружки от манера. Ой, надо битуашили. Так у нас один участник лег отдохнуть немножко. Кулым какашка шумадем. Считай в ресторане. Не горит. О, горит. О, шугар из бипрусеба. Только лазини заводит. Только разжег костер уже обратно, да? Рома, Меня уже осталось спички. щепки наделай. А Питер не придет спеть. Так, ну-ка, вечерам. Женя Антонов Артнов Бутика. О. Ну, Таня уже ходишь, он пишешь, что ли? О, Мусамби. Юнак малого брака. Да. Мерз, видимо, в детстве много, да? Отличные костры разжигаем. Так, видели, Кудярна. И внимание, Первая Женя партия. Ух, так. Все-таки Войчак конкурс отвергнулись. Опыт выжил. Муж остался. Победитель прошлой игры-то. Первым разжег, вернее, разделал костер. Так. Прошу, имя ты на завтра. Ром, побольше щепки. Каждый Москва раз пивচ্ছে, да? Ну как там у Москвы дела-то? Все хорошо, но огня нету. Вот ты что, Миенко, зажигалка есть, спички или спички? Ну вот, давай спички, сэр. Вот спички, дополнительная помощь, гуманитарная, от Бога. Итак, помогаем всем миром. Но у нас дым пропал, вот снова появился. Щелья Юрановск уже остался с вами. Уже, да? Щелья Юрий, ты не умеет кассету звонить, да? Лижевского района. Люба, иди поперимся возле костра. О, Женя Парнев, молодец, костер нам. Ой, жарко сегодня. Не только возле костра, не только на погоде, да. Погода радует. Так, Геннадий Растворов уже готов. Костер-то у Геннадия. Отличный получился. Не, это нормально. Да. О, Геннадий Растворов, Кокса. Второе место. Можете отдохнуть, у костра прилечь, погреться. Может, бензин у кого-то отплеснуть, а? Нет? А, газ? Увы, газа нет. А, газ есть у каждого. Итак, ну, наверное, придется кого-то звать на помощь. Так. Кто же у нас третий все-таки сможет разжечь костер-то? Тут у нас Есть костер так. уже из одних спичек. Костер из спичек у кого-то получился. Так. Уже пачку Солдатушки, браво, ребятушки. О, что-то разгорается, да. Идет немножко. Подходим, греемся. Мы кашка мельтесь, пусть яночек. О, Женя, не разговаривай, не разжигай. Так, Женя, вы как все вычты мяли, да? Очень хорошо. Так.
22 koksalı modüstü. Yurt isli. Vay же был без отпуска конца положения. И лук фестиваль отцепила. Раздуваем немножко. Сейчас. Комнаты все-таки атмосфера. Нет дыма без огня, так что у всех есть А? свой костерок. Уже можно, наверное, да. Уже давайте помогаем друг другу. А то мы сейчас рупите статери куда и просотны. Ну-ка, котка Москва, Карше, лутыжи слушай, что сос. Вот целая с Москва, Карлы. Кто поможет москвичу? Можно помогать. Все, подходим, помогаем. С третьего, да. Ну, Нам вот сюда выявляем. на огонь. Ну. Оксалай. Вот би буржи стенку скал. Так, Вот, отойду. отойди, да. А то ненароком еще заденут, да? Зашибут. Подожгу. Вот односельчане друг другу помогают. Помогаем. Всем миром помогаем. Вся деревня бросилась помогать. Ну-ка, кто же у нас будет третьим-то? Третьим. Первый, второй у нас Так, есть. вижу здесь огонь высокий Отлично. уже. Большой костер. О, семья Растворовых. О, как дружно пошла. О. Так, кто же еще? Ну, здесь у нас товарищи тюбетейки и пилотки. О, какой хороший костер. Все. О, давай. Ждем. Город Сыктывкар, первый номер. Жги. Должен. Итак, подкидываем дровишек. Растворовых тоже уже Помогаем. Тоже да. Большой. Итак, Расторовы и Сыктывкар. Помогаем. Столицы Республики Подождите, пускай горит. Раздуваем огонь. Ну, кто же первый? Так, ну-ка. Давай, А то гори. тебя уйма-то обратно не пустит домой. Ты что, Сыктывкар рассозоришь, да? Рома, руку поднимай. Потом придется Растворы третьи. Растворовые. Все равно. Так. Охотники у нас готовы. Ну, наверное, к этому конкурсу мы будем приступать по порядковому номеру. Да, ведь? Была жеребьевка, и первым у нас выходит на сцену Дмитрий Сыктывкар. Порядок, Дмитрий. Итак, ну-ка уточним у членов жюри, а сколько же попыток мы дадим? 3 попытки. Итак, Дмитрий, у тебя 3 попытки поразить цель. Готовы? Все, приступаем. Не торопитесь. Бога, молодец, отличный результат. Рыбу поймал Дмитрий Дворянов. Видимо, с дворянского рода Дмитрий Дворянов. Правда, в солдаты ушел, но ничего, копье метает хорошо. Вторая попытка. Опять рыба, ну ты рыбак точно, да. Любитель. Да. Опять рыба у него. Или в домино играет, да, все Мне время? кажется, он Рыба. по рыбке просто соскучился. Ты, наверное, приехал рыбачить сюда. Охотник. Третья попытка. Рыба! Молодец! Рыбак! Отлично. Сюда. Итак, молодец, Дмитрий Дворянов. Вторым у нас Приглашаем второй номер. Евгений. Арнеус. Город Ухта. Итак, аплодисменты, Евгений. У тебя 3 попытки, Евгений. Так, ну это у нас лось. Евгений известный лосятник в Троицко-Печорском районе. Все лоси его знают в лицо. Итак, вторая попытка. Ну, это лиса. Наверное, да. Или же волк. Наверное, волк, да. Но лось и волк, они друг с другом не дружат, вот он и... Друг за другом Да. ходят. Третья попытка.
Ну и рыбак, конечно же. Ну, охота Кто и с этим рыбалка. спорит? Молодец, Евгений. Так, третьим подходит у нас Артеев Владимир, Рижемский район. Поселок, напомним, Шельяюр. Итак, 3 попытки Владимира. Куда-то попал, но непонятно куда. Не спеши, Владимир. Главное, точно. Да, Почти, сильно почти советуют не метать. Плашмя. Ну, наверное, не считается, да? Итак, третья попытка у Владимира. В лесу хотел попасть. Точно видел, да? В лесу. В Рижемском районе пестов много и лис. Так, ну что? 4-й номер. Встречаем номер. Нестерова Ивана, Усть-Кулом. Нестеров Иван. Впервые Усть-Кулом. участвует. За тебя Усть-Куломский район. Почувствуйте вес копья. Ух ты. Хорошо. Полетело-то как хорошо, да? Правда, не поняли, куда попало, но полетело хорошо. Главное не в огород. Соседям. Лидии. Отличный! Это попадание. Вот это да! Молодец! Вот он, Усть-Куломский район-то. Рулит. Так. Третья попытка. Вот так. Он решил. С меня, говорит, хватит. И это при второй попытке. Молодец! Ну ты попал в яблочко. Да. Так. Пятым приглашаем Александра Башнина. Наша. Мы за тебя болеем. Еремеев. Еремеева. Вот так можно тоже. Итак, суть не посчитайте, он попал 1, 2, 3, 4 сразу. Ну, правда, плашмя, ну и что, да, видели? Конечно. Да. Может, тупил. Вторая попытка. Вот. Стабильность, признак класса. Так тоже можно. А он их оглушил просто. Так. Третья попытка. Аккуратно. Ну, молодец. Вот 3 раза одинаково все время. Все хорошо, Саша. Итак, Так. мы встречаем Гуревич Дениса, Сыктывкар. Гуревич Денис. Опыт у Дениса уже есть в метании копья. Так, Вот так. так. Гуревич Денис, соберись. Так. Ну, 3-й раз уже участвуешь. Ты уже научился выметать копье-то. У тебя 10 лет назад была попытка, так? Недолет. Не долетело копье. Кто-то каши, наверное, мало с утра ел. Вас кормили, нет, сегодня? Кормили? Он, наверное, в бане перепарился вчера. О! Ну, отсутствие результата тоже результат. Да, ведь? Конечно. Благодарим за участие Дениса Гуревича. А на площадку приглашаем Растворова Романа. Роман Растворов. 7-й номер. Болеем теперь все за Романа. Во как! Вот это Вот попадание. это выстрел был. Вот Нам это двух бросок. птиц Да. одним ударом. Ну прям чувствуется заряд такой. Вторая попытка. Ну, попал в глухаря куда-то, да? Пытался туда, попасть. да. Да. Копье Фокусники летело это точно. глухари это любят, да. Так. Да он пальцем копья гнет, вы что? Сейчас как лупанет вам. Попал опять в птицу. Летящую причем. Молодец. Так, ну что, Движущаяся мишень. 3 попытки были у тебя. Ты их использовал. А мы приглашаем... Кирилла Белькова. Москва. Подождите подсказ, я хотел спросить. Какой город представляет нам Кирилл? Москва. Итак, даун одной левой. Все, молодец. Да, предлагаем подойти поближе, как бы. Но все-таки с Москвы же, чего. Так. Даун одной левой сейчас. Левый сейчас всех уложит, да.
Ну, что-то у вас копье какое-то. Да ладно. Вот они, эти москвичи-то. Отломилась. Заломают, да? Остриет копья. Это копье, может быть, нам от деда досталось, да? Да. Как есть запасное. О, ему дали запасное. Смотрите, это еще, наверное, аборигены охотились с этим копьем. А ты специально, чтобы ты доломал. У нас еще есть участники. А вроде бы же он последний, нет разве? Нет. Да? Растворов Геннадий у нас еще. А, Геннадий еще, да? Геннадий. Конечно, ждет своей очереди, уже волнуется. Так. Не ломай копье, Кирилл. Так, все, да? Так, Кирилла ну что, закончились Кирилл попытки. закончил. Ну, провожаем город Москву. Так, приглашаем на сцену. Растворова Геннадия. Геннадий Растворов был когда-то Помер рыбак. победителем Помер конкурса. рыбак и охотник. Да. Так оно и есть, Геннадий. От Москвы Это вот копье только ты наших остается, да. предков. У тебя шансов мало, но мы Но надеемся на они тебя. есть, они есть. Вот! Вот это класс! Вот это удачная попытка! Молодец, Геннадий! А вы говорите, шансов мало. Ну, ошибался, беру свои слова обратно. Вторая попытка Геннадия Растворова. Помер рыбак. Браво! О, отличная попытка. Попал в птицу. Тоже ему поможет. И на птицу, и на Геннадий, зверя. Отличный бросок. Прямо отличный. Ты когда-нибудь видел такие броски отличные? Первый раз. Первый раз видим, да. Полиночка Третья аж попытка. растаяла. Третья попытка. Молодец! Все три попытки удачные тоже. Благодарим. Отличный результат. Геннадия Растворова. Так, ну что, теперь получается, все участники конкурса у нас испытали копье. Мы просим их пока отойти со сцены. Братиков! Судьба моя, сударочка, нежданно и непрошена, дарила мне подарочки, плохие и хорошие. Далек я от невинности, не плакался, не жалился, а если по взаимности, ах, так я всегда, пожалуйста, поцелуй меня, удача, а захочешь, обними, ну, а нет, так не заплачу. Кого хочешь, выбери, поцелуй меня, удача, а быть может, обними, ну, а нет, так не заплачу. Кого хочешь, выбери. Всегда тебя дает ответ, молва потом проложит след, и где-то спрятан объектив, расчета есть и негатив. Я отношусь по-разному к собратьям, да по-разному. Бывало и поддашь кому, но чаще по-хорошему. Поцелуй меня, удача, а захочешь, обними, ну, а если не заплачу. Кого хочешь, выбери, поцелуй меня, удача, а хочешь, обними, ну, а нет, так не заплачу. Кого хочешь, выбери. Судьба за братство борется, а ум за деньги мается. Когда же все устроится? Когда же все
все наладится. Кому судьба молить и брать, кому повелевать и брать. Но все ж хотят наоборот источник счастья сам народ. Поцелуй меня, удача, а быть может обними. Ну, а если не заплачу, кого хочешь выбери. Поцелуй меня, удача, а захочешь обними. Ну, а если не заплачу, кого хочешь выбери. Хочешь выбери, поцелуй меня, удача, а захочешь обними. Ну, а если не заплачу, кого хочешь выбери, поцелуй меня, удача. Спасибо. И с топорами. Берем материал, который вам нужен. Отходим в сторону. Так, за топорами побежали. Отходим правильно, да. Нечего толпиться. О, кто-то сразу же вошел, а кто-то и место подготовил.